Вопрос открытия в гагаузской автономии школы с обучением на гагаузском языке повис с тех пор, как в 1961 году закрыли первую национальную школу. Это была первая попытка обучать детей в начальных классах на родном языке. С тех пор удалось добиться того, что сейчас в школах гагаузский язык и литературу преподают, как и любой другой рядовой предмет. Почему еще тогда, 50 лет назад, в столице гагаузской автономии, городе Камрат, была закрыта национальная школа? Вспоминает один из участников тех событий и тогда еще преподаватель русского языка в гагаузской школе Михаил Киндигелян. Фактически 2,5 года. Даже выпуска не дали произвести. 1 января 1961 года приказом министра народного образования начальная школа была закрыта, переведена на русский язык обучения. Мы бы не так бы поняли, что это политическая была игра или какой-то заказ был. Если бы закрыли только школу, но закрыли и преподавание как предмета, и те люди, которые стали требовать интеллигенции, они стали преследоваться КГБ. Сейчас на эту тему высказываются по-разному. Власти в автономии считают, что вопрос о внедрении в школы обучения на гагаузском языке излишне муссируется. В последнее время почему-то, скажем так, определенные силы говорят, что не развивается гагаузский язык, что не уделяет власти внимания гагаузскому языку. Я считаю, что эти люди, которые об этом говорят, они не видят тех шагов, которые были сделаны, или те шаги, которые были сделаны в области дальнейшего развития гагаузского языка. Видимо, наверное, нету других проблем, и осталось только эту проблему поднимать. Одним из шагов, не так давно предпринятым властью, было открытие в 2000 году научного центра исследований и методических работ. Нужно организовать комиссию, терминологическую комиссию, о которой говорят уже 20 лет и не делается. Вот если бы была терминологическая комиссия, давно, например, лет 15, если бы она поработала уже, то я думаю, что мы уже могли бы многое сделать на гагаузском языке. И все требует, наверное, больше всего желаний. Если было желание у наших лидеров и у наших тюркологов и наших ученых, которые хотят действительно продвигать гагаузский язык, все можно делать. Впервые с января этого года в 2 детских садах Гагаузии были открыты экспериментальные группы с обучением на гагаузском и государственном языках. С утра, начиная с режимных моментов и заканчивая уже отправление, то есть встреча родителей и отправление детей домой, все это происходит только на гагаузском языке. Благодаря игровому и музыкальному подходу язык поддается обучению проще. В основном дети приходят в сад со знанием русского языка. Из всей группы бывает, что 2-3 ребенка приходят из дома уже маломальски владея гагаузским языком, благодаря родителям, бабушке или дедушке. Yandı çayırlar geniş, bağlarlar doluymuş. Yandı şendir başlar, çeşmede tatlı sular. Orada doğdul dizim, orada benim vatanım. О том, что по соседству с детским садом существует и средняя школа номер 2, известно многим камрадчанам. Но мало кто знает о том, что уже скоро год, как в школе открыли экспериментальный начальный класс с углубленным изучением гагаузского и государственного языков. Давать какие-либо комментарии о том, как идет работа в этом классе, администрация школы усиленно отказывалась. Говорят, пока не время. И лишь только после того, как обсудят отчет по экспериментальному классу с Главным управлением образования Гагаузии, можно будет говорить об этом и в обществе. Значит, когда открывали новое здание университета, я не присутствовала на этом открытии. Но, насколько мне стало известно, президент упрекнул, что в Гагаузии нет ни одной школы с гагаузским языком обучения. И, естественно, поэтому мы не знаем и как государственный, так и свой родной язык. Поэтому мы решили, что мы попробуем, как это сделать. И мы разработали учебные планы на перспективу, вплоть по 12 класс. То есть мы думаем, что вторая школа со временем станет гагаузско-молдавским лицеем. Осуществится ли в гагаузском обществе такая перспектива, пока неизвестно. А вот в работе экспериментального класса есть недочеты. Наверное, именно их и отказывалась комментировать администрация школы, где проводят эксперимент. Но мы уже знаем, что у нас есть минусы. Мы не обеспечили методической литературой самого учителя. Все, что было у нас, мы собрали.
И нам нужны курсы для таких учителей. Мы курсы тоже не провели. Между тем, свобода выбора остается за родителями. Отдавать или нет своего ребенка в класс с углубленным изучением родного языка. Знать родной язык. Учиться надо на другом, конечно, потому что на гагаузском языке никуда не пойдешь. Ну, сейчас как заработки открылись, это надо. Как это? Надо же знать гагаузский язык. Но надо, чтобы и русский был. Ну и, конечно, и гагаузский, чтобы знал. Конечно, дали. А дальше что будет делать? Дальнейшие его действия с этим языком. То есть? Надо подумать, я не знаю. Возможно, в ближайшее время так будут начинаться не только уроки гагаузского языка и литературы, но и ряд других предметов. Каких, пока неизвестно, но однозначно в итоге знание у детей родного языка должно улучшиться, а мнение о нем и его престиже занять свою высокую полку. В настоящее время нынешняя власть утверждает, что очень много зависит от того, кто будет у руля, для того, чтобы реформы в образовании шли непрерывно. Тем более, что не за горами выборы в Башкан и Гагаузии. У интеллигенции автономии на этот счет другое мнение. Гагаузский писатель Тодор Занет считает, что вопрос открытия школы на гагаузском языке надо решать комплексно и серьезно. Экспериментальные классы в школах создают лишь для того, чтобы делать вид, что что-то делается. А делают это те, кто желает баллотироваться. И язык – это только политический повод. Между тем, как сообщили в исполкоме, каждый 10-й лицеист Гагаузии обучается за границей, будь то Турция, Кипр, Россия или Болгария. Такова доля национальных меньшинств. Чтобы выжить, нужно знать родной, государственные языки и язык межнационального общения в нашей стране – русский. Пока что в столице гагаузской автономии большинство людей говорят на русском. Заседания исполкома, народного собрания, культурные мероприятия, концерты и социальная жизнь протекают в том же русском контексте.